школы дистанционного обучения, которая была создана в Москве в 2003 году. И показать просто, как проходит это ужаснение. Значит, что происходит? Ребенок открывает сайт, учитель открывает сайт, этот сайт открыт сейчас на заднем фоне этого урока. И дальше преподаватель звонит ребенку с помощью программы для проведения телекоммуникаций. Они выбирают экран компьютера, на котором они вместе будут чего-то делать. Вот в данном случае это экран компьютера учителя. И сейчас учитель демонстрирует то, что он делает на экране ребенку, и с ребенком происходит некоторая коммуникация. Сейчас новый инженер делал звук потом, что он нужно делать. С помощью ножниц отрежь первый от первого. Отрежь первый от второго. То есть, видите, ребенок отрезает сейчас говорит для того, чтобы понять, как устроено число. Теперь будет считать. Слушай, как ты будешь 16 умножить на 4? 10 умножить на 40, это 10. 10 умножить на 4. 40 и 6 умножить на 4. 24. 40 плюс 24 Будет 64. Печатай, пожалуйста, этот результат. Давайте не будем вмешаться, но чуть-чуть дальше посмотрим другие уроки. Вот, например, здесь же преподаватель с ребенком пытается посмотреть, как нужно ходить в магазин и покупать продукты. Здесь сделан такой эмулятор компьютерный. Вот здесь есть полка с товарами, есть коляска, есть деньги, которые нужно потратить. Но весь школьная задача состоит в том, что эти деньги нужно тратить именно неким специальным образом. То есть самому нужно считать, и кассир за тебя не будет писать, он может дать тебе сдачи, а нужно это делать за кассиром. То есть такие вот упражнения на арифметику, они происходят в виде еще и элемента социализации. То есть ребенок понимает, что ему нужно выходить в магазин, делать самому покупки, нужно вырабатывать стратегию этих покупок. Вот, преподаватель предлагал, например, сейчас ребенку сначала самый дорогой товар, и потом уже на оставшиеся деньги понимать, что еще можно будет купить. Ясно, что эта работа с тренажером происходит как на самом уроке вместе с учителем. Также ребенок имеет возможность делать все то же самое уже после урока, как бы сам сколько угодно раз, прорабатывать те или иные комбинации и лучше свой результат уже демонстрировать учителю или всему классу.